Возможно, это одна из самых символичных выставок. Краска на этих картинах непростая, это сырая малгобекская нефть. Та самая, из-за которой, по словам историков, Гитлер заявлял, если мы не получим нефть Кавказа, то вынуждены будем покончить с этой войной. Немцы были уже так близко, их целью был Малгобек, ключ к нефтяным недрам. Но их планам не суждено было сбыться, и сегодня дети, потомки тех, кто рыл здесь окопы и тушил пожары на скважинах, говорят с нами через этот уникальный материал. В 2022 году по инициативе компании «Ингушнефть» в регионе прошел первый такой конкурс картин, нарисованных нефтью. Защита подступов к городу Малгобек и роль нефтяников Ингушетии в годы Отечественной войны. Работы победителей тогда впервые увидел свет, а сегодня, в год 80-летия Великой Победы, эти картины представлены в полном объеме в стенах Музея боевой и трудовой славы. Сегодня же вы увидите эти уникальные работы из галереи «Ингушнефти». И руководство компании решило передать часть картин музеям республики, чтобы их увидели все жители. И от имени руководства «Ингушнефти» от себя лично поздравляю вас с 80-летием Победы. Желаю мира, добра и процветания всем вам и вашим семьям. В конкурсе приняли участие 54 юных мастеров кисти из 8 художественных и образовательных школ республики. Их работы – это не абстракция, а вполне конкретный сюжет. Защитники города на фоне нефтяных вышек и дыма пожарищ. Особенность техники в том, что нефть дает удивительные глубокие оттенки. Она объемна и фактурна. Я думаю, что дети прекрасно отобразили, дети непосредственно непредвзято относятся ко всему и от души все делают, поэтому и рисунками получается также искренними. Это не просто выставка, а живой урок. Дети узнают о подвиге предков не абстрактно, а через творческий процесс, через символизм материала. Юные художники, многие из которых только начинают свой путь, с искренним восхищением рассматривают работы своих более опытных сверстников. Учатся у них, впитывают и технику, и глубину замысла. Вот картины, которые я вижу, они не напоминают на те, которые я рисую. Вот если это рисовал человек, который моего возраста, я просто не поверю своим глазам и словам. Я обычно рисую так себе. Моя старшая сестра Айна, она рисует 1000 раз лучше, но до этого я не видел похожего человека. Мне очень нравится, как нарисовали эти картины. Ну, я еще люблю рисовать просто яблоко и персик. Ну, я пока еще учусь. Я недавно только пошла, только весной начала ходить. И мне очень нравится туда ходить. А обычно ты чем рисуешь? Карандашом и красками. Но мне больше всего нравится рисовать простым карандашом. Это гораздо больше, чем просто детское творчество. Это урок истории, который можно не только увидеть, но и буквально потрогать. Рисуя нефтью, юные художники Ингушетии соприкасаются с наследием своих предков. Каждая картина здесь – это капля черного золота, превращенная в каплю памяти. А она, как известно, не имеет цены. Этот город образован, как говорится, из-за того, что вот здесь была обнаружена нефть. Еще, знаете, в прошлом веке, 20-е годы, первые, когда люди приезжали, вот 26-го, 27-го, 28-го года, начались разработки нефтяных залежей здесь на территории города Малгобека, Малгобекского района, можно сказать. И, конечно, дети, которые растут здесь в школе, мы всегда какие-то события, какие-то что-то, всегда мы возвращались к тому, что это город нефтяников. И действительно, это город нефтяников, город, который создан благодаря героическому труду нефтяников нашей республики. Именно память и есть самое ценное сокровище, которое мы должны защищать и передавать дальше. Каждый малгобекчанин это понимает как никто другой. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.